Сегодня готовится к открытию первой в своей истории мечети. Элеватор для местных жителей – это своего рода градообразующее предприятие. Почти все население поселка имеет к сельхозобъекту прямое отношение. Малика Цекаева работала здесь более 30 лет. Для нее открытие мечети как символ. Скоро и до родного артемовского элеватора дело дойдет. Очень большая, хорошая реконструкция. Мы рады. Наконец-то, рады. Нормальная жизнь сюда только подбирается, хоть и не постоянно, но идет вода, раньше ее и в помине не было. Маршрут пассажирского транспорта по многочисленным просьбам элеваторчан продлили, и теперь не надо идти к нему за 3-9 земель. Своей школы здесь нет, но для поездок в учебное заведение соседнего села детям выделили автобус, а теперь и молельню превратили в настоящую мечеть. Восстановленная за счет средств общественного фонда имени Ахмата Кадырова, мечеть была открыта вице-президентом фонда и мэром столицы Муслимом Хучиевым. Вместе с ними кадий Старопромысловского района. ديكنش دادو وردوش تادا ديش ديكش كيبر تادير دوش ناخن أدمن شده دال عبادة عمل متك خريولش يغير حلال بيخن ديل ده ساغن دين دوتسون. Во времена советской власти здесь стояла небольшая мечеть, одна из 4 тогдашних в республике. Своим вторым рождением она обязана общественному фонду первого президента. Мечетей в регионе открылось превеликое множество, но для этих людей такое событие далеко не рядовое. То, что у мечети собралось почти все население небольшого поселка, факт. То, что люди благодарны, факт бесспорный. Хамзат Батукаев, Магомед Чекуев, Джамал Хаджалиев. Новости. А в Ножаюртовском районе заработало еще одно медицинское учреждение. В Саясановской участковой больнице сегодня официально открывали новый корпус, в котором разместятся хирургическое и родильное отделение. Капитальный ремонт помещения удалось сделать благодаря финансовой помощи благотворительного фонда Islamic Relief. Его представители тоже присутствовали здесь. Для участия в открытии нового корпуса приехали также представители президента республики, Министерства здравоохранения и Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации. Из Саясана сюжет Рустама Мугаева. Награждается Замихов Мурад Мухаммедович, директор благотворительного фонда Islamic Relief, Почтенской республики, за добросовестный труд в построении объектов здравоохранения на территории Ножаюртовского района. Почетными грамотами администрация Ножаюртовского района отметила вклад гуманитариев, а награждать есть за что. Благотворительный фонд Islamic Relief финансировал ремонт одного из корпусов Саясановской участковой больницы. 6-месячные строительные работы окончены, а значит, есть повод отметить это событие. Мы в Чечне работаем с 1999 года, и я бы также хотел поблагодарить руководство республики, президента за постоянную поддержку. Мы работаем в тесном взаимодействии. Поблагодарить Министерство здравоохранения в реализации данного проекта, которые принимали активное участие. Хотел поблагодарить всех тех людей, строителей, работников, персонала, всех, кто участвовал в восстановлении этой больницы. Восстановленный корпус один из важных. В нем справят новоселье, хирургическое и родильное отделение. От бывшего ветхого здания остались лишь стены, да и они отштукатурены и побелены. Строители полностью заменили кровлю, окна, полы и двери. Отделение очень хорошо отремонтировано, и мы уверены, что для жителей данного населенного пункта это является очень хорошим подспорьем, так как село находится в горном районе, и прежде чем доставить больного на районный центр или в Грозный, больной может получить здесь квалифицированную медицинскую помощь, и даже может быть на этом этапе и будет завершено лечение и оздоровление данного больного. Этот корпус полностью восстановлен. Здесь имеется котельная, имеется автономная теплая, горячая, холодная, теплая вода. Полностью проведена, значит, канализация. Все соответствует типовому зданию. Мы очень рады, что наконец-то нам удалось отремонтировать это здание, ввести его в строй.
Фонд Islamic Relief отмечает в этом году 25 лет. Свой год основания гуманитарии решили сделать подарок жителям Ножеюртовского района. Если в прошлом году Islamic Relief отремонтировал здание инфекционного отделения Саясановской больницы, то теперь начатое завершено. В 2008 году в июле месяце мы отремонтировали корпус инфекционный, и в том же году начали ремонтно-восстановительную работу основного родильного и хирургического отделения. И в ходе результат вы видите. Больница полностью восстановлена, оснащена водой, светом и отоплением. Участковая больница села Саясан имеет значение районного масштаба. Ее врачи, помимо местных, обслуживают и жителей близлежащих населенных пунктов, всего около 11 тысяч. Поэтому ввод дополнительного корпуса больницы трудно переоценить. Сами врачи и жители района остались довольны сделанным ремонтом. Историческое значение Йолшду, больница, ена хокшарах оха, 80-летие язина, акинт и язер тахтун хартоин хазина, отамч ох бохха хелла. Что энгнерво, то энгнер нах хербанистага, что захумадов датк. Хометеса бусу динах митчен продяхенса, тун кич эльшбиу, халкаих шалаво, то вахдах туна на осталадо. Акадар молхулиозо. Ярбалный чвайн хош хил дух гуккалак. Благотворительный фонд Islamic Relief реализует проекты, если для их финансирования находятся спонсоры. Предложения жителей Саясана о необходимости укрепления берегов близлежащей реки и прокладки водопровода в селе гуманитариями также будут рассмотрены. Значит, вы такое решение приняли. Первый мальчик, который здесь родится, будет назван своим именем. Спасибо, это большая честь. Рустам Мугаев, Заур Магомадов, новости. Один из лидеров сельскохозяйственной гонки, Госхозгойты, готовится к новым рекордам. Сейчас идет уборка пшеницы. В день здесь собирают 20 тонн зерна. Это наивысший показатель для нашего региона. Зарема Шамилова о том, чего стоят такие результаты. В Госхозе Гойты полным ходом идет уборка пшеницы. Урожай удался на славу. 40 центнеров зерна получат труженики с 1 гектара земли. Погода здесь сыграла одну из главных ролей. وصلت اتوجن اسبوخ تاع بيرتكي دويل هردونش بوش عين تقلو ايش او بيرتكي خلو ايش او يوش شي خنا ديخ دونش دلا دو وين نتشنا خلش نو لا تسين دو يوش культурш كيو خزясышка. Салавди работает в этой отрасли почти 13 лет. Он один из лучших в своем деле. А это здесь не проходит неотмеченным. Каждый год руководство Госхоза поощряет самого активного комбайнера. Во время уборки инспектор по пожарному надзору в поле частый гость. Здесь он следит за соблюдением требований пожарной безопасности. Как мы видим, в каждом комбайне имеется по 4 штуки огнетушителей марки ОП-5, оборудованы метлами, кошмой. Вот полностью соблюдается меры пожарной безопасности. Если говорить о районе в целом, то он один из лидеров по показателям. Во всех его хозяйствах активно ведется уборка урожая. Пусть она пока и не завершилась, показатели уже впечатляют. 735 гектаров ел, так хокламан сел черчка бакдек ди чежимт эхоби уборки ел сайлатха, оглах ян чим халгы юлелер, так намалостха парай ону йошек, саизер сабай шоус ашиттон ел такынды охо. Изнуряющая жара не стала помехой для уборки зерновых в Госхозе Гойты. За один день удается убрать 50 гектаров земли. Весь урожай пшеницы аграрии планируют убрать к середине месяца. Затем настанет очередь овса. Зарема Шамилова, Алик Хашаев, Ваха Кантаев. Новости. Фонтан в сквере журналистов в Грозном успешно пережил реконструкцию, причем кардинальную. 2 месяца ушло на то, чтобы этот памятник эпохи социализма превратился в настоящее произведение искусства. Теперь это некое переплетение национальных мотивов и сложной немецкой технологии. Для тех, кто еще не успел увидеть это чудо, сюжет Элины Дадаевой.
Водная феерия, да еще в такую жару, теперь журналистов возвестила об окончании реконструкции фонтана. 2 месяца за высоким забором трудились рабочие, без выходных. И вот целый каскад прохлады, веселья и шума.